На Массачусетс-авеню 2207 снова шумно. Десятки туркменистанцев третий день подряд собираются у посольства своей страны. Четвертая в 2020 году акция посвящена предстоящему заседанию Народного совета «Халк Маслыхаты», на котором, как ожидается, утвердят изменения в Конституцию. Туркменистанцы требуют от руководства своей страны отказаться от этих планов. Они считают, что Гурбангулы Бердымухамедов под видом усовершенствования основного закона пытается окончательно узурпировать власть и сделать необратимым процесс наследственной передачи власти в Туркменистане. Мы против изменения Конституции. Конституция – наш основной закон. Все изменения после этого 25 сентября, которые должны произойти, узурпируют власть и пожизненно заберут наши права. Процесс изменения Конституции в Туркменистане начался год назад. За это время Конституционная комиссия, которую возглавляет президент, разработала пакет изменений и дополнений. 19 августа новый проект основного закона был направлен в Народный совет, который соберется 25 сентября. Удивительным во всей этой истории является то, что власти скрывают проект поправок. В государственных СМИ в общих фразах описывают будущие изменения, однако официальный вариант поправок до сих пор нигде не обнародован. Так как мы молчали и никогда против диктатора ни слова не сказали, он посчитал ненужным оповещать народ об изменениях. Все действия этого диктатора незаконные, потому что изначально он был незаконно выбран на этот пост. Во время акции протестующие призвали туркменистанских дипломатов выйти к ним. Чтобы их услышали, они кричали в громкоговорители. Но сотрудники посольства к ним так и не вышли. Вместо этого они вызвали полицию. Протестующие не забыли также про последние события в Белоруссии. Они выразили поддержку усилиям белорусского народа на демократические преобразования в своей стране. По разным данным, в ходе мирных акций в Минске задержаны до 10 студентов из Туркменистана. То, что решили белорусский народ сегодня, создать демократическое государство мирным путем и освободить себя от диктаторских методов управления, это тот желание, которое мы тоже хотим. На этом демонстрации туркменистанцев в США не заканчивается. Протестующие сегодня планируют организовать акцию у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Туркменистанцы, которые нас смотрят, встаньте перед экранами и гордитесь собой. Мы придем и сменим власть.